Почему авиатор, а не, скажем, электроник или приборист? Для стороннего обывателя не из Казани вопрос вполне законный. Почти все компании-резиденты этого технопарка, а их здесь более десятка, напрямую с авиацией не связаны. Однако его расположение в авиастроительном районе многое объясняет. По крайней мере, для одного из совладельцев и основателей индустриальной площадки Марата Бикмуллина, общественная и коммерческая жизнь которого всегда была тесно связана с этим районом Казани. Как смелые идеи превращаются в реализованные бизнес-проекты, он может рассказать предметно. Это совсем не означает, что любая интересная задумка – это будущий успешный бизнес. Выстреливают далеко не все проекты и продукты. Зато идеи, которые применительно к этому технопарку, правильнее будет сказать, полетели, набрали солидную высоту и демонстрируют устойчивый полет. Некоторые и разработки, и уже готовые производства на неделе показали мэру Казани Ильсуру Медшину. То качество, которое на сегодняшний день есть у Philips и у нас, мы все-таки выше будем. А эта компания давно заняла свою нишу на рынке светодиодного оборудования, в том числе для архитектурной подсветки. Есть ли трудности с поставками сырья и комплектующих из-за рубежа, интересуется мэр. Не без проблем, отвечает ему, но аналоги уже ищем и находим. Импортозамещением здесь стали заниматься раньше других, и результаты есть. Мы занимаемся производством оптической части, чем мы раньше не занимались. То есть мы сейчас будем под себя лить все линзы, всю оптику, и какие-то еще там дополнительные элементы, которые состоят из пластика. Основное направление для компании «Техавтоматика» – топливные датчики. Директор Александр Чумарзов поясняет, в чем суть работы устройства. Он вставляет его в бак, меряет режет на определенную длину. Данные с датчика поступают на блок телематический модуль. Важно, вся разработка прибора, дизайн, интеллектуальная часть, программное обеспечение – все сделано силами и умом наших специалистов. Производство работает как хорошо отлаженный механизм. Единственный риск, и он затрагивает все компании в России, которые занимаются приборостроением и электроникой, это компонентная база. Она вся импортная. С тем же Китаем договориться не так просто, как кажется. Китайские компании, они работают по всему миру, и пресловутые западные партнеры также имеют на них свои рычаги и влияния. Если они будут нам отгружать, то те, соответственно, скажут им: ребята, вы грузите в Россию, мы у вас больше не будем брать продукцию, но у нас есть запас. Как бы то ни было, говорит Марат Бикмуллин, бизнес сам найдет выход, найдет и каналы доставки комплектующих, разберется с логистикой. Другое дело, что все это неблагоприятно отразится на цене готовой продукции. В любом случае, эта ситуация с санкциями – это еще и повод кардинально изменить наши отношения к промышленной политике страны. Многие отрасли, такие как станкостроение, приборостроение, электроника, нуждаются в особой поддержке государства. Надо затянуть пояса, во всех непроизводственных сферах. И, наоборот, вкачивать деньги в товаропроизводство. Да. Электроника, микрочипы, электронщики – это не создастся никогда то, для чего нужны нам айтишники. Айтишники работают, да, на компьютерах. Эти компьютеры, эти системные блоки, они скоро выйдут из строя, и им нужно будет продолжать почему-то работать, поэтому это очень важно. Как сделать эту поддержку наиболее эффективной, какие меры сейчас нужны, в первую очередь обсуждение, мозговые штурмы сейчас проходят по всей стране. Одной из площадок на регулярной основе стала и студия программы «Точка опоры» телеканала «Новый век». Говорить о запоздалой реакции правительства, как федерального, так и республиканского, на вызовы времени не приходится. Скорее наоборот, власти реагируют достаточно оперативно. На этой неделе на брифинге в Татмедиа представители Минэкономики и структур поддержки малого бизнеса Татарстана презентовали очередной комплекс мер для помощи предпринимателям в этот непростой период. Причем меры, надо заметить, как в виде льготных займов, так и не связанные напрямую с кредитованием. Это различные информационно-консультационные услуги, мастер-классы, помощь для выхода на маркетплейсы, льготы по аренде и так далее. Все это ценно и важно, но для малого бизнеса сейчас актуально льготное финансирование, особенно из-за срыва поставок сырья и комплектующих, нарушения логистических цепочек. Ставки, которые предлагаются по разным программам, разные, от 0,1% до 15% годовых. В целом это хорошее подспорье. И судя по количеству заявок, спрос на эти продукты от малого бизнеса есть и будет. Другое дело, это в любом случае, говорят наши эксперты, возможность перетерпеть, выжить. Если же говорить о развитии, нужны более масштабные подходы. Нужны ставки 1, 2, 5%, вот как были в структурах поддержки, нужно их восстановить. Нужна модернизация производства. Ведь блеф, если мы на старом оборудовании сегодня попытаемся что-то сделать. И сегодня прозвучало, что мы сделаем где-то чуть похуже и подороже.
ну, не вариант это. Мы должны делать на высшем мировом уровне. Субсидирование понесенных затрат при покупке оборудования. Вот у нас была такая в свое время программа, я считаю, что это, наверное, самая лучшая была программа, когда предприниматель сам покупает для себя оборудование, то, которое ему нужно, и, соответственно, потом выходит на конкурс и разыгрывают, ну, там есть комиссии, которые принимают решения, то есть не все побеждают, естественно, то есть этот конкурс есть конкурс, но если ты побеждаешь, то ты получаешь там 50% от купленного оборудования. Если будут ресурсы, найдутся ли в достаточном количестве компетенций, грамотные специалисты и бизнес-идеи? Опыт технопарка «Авиатор» показывает более чем. Такие метеостанции и станции для мониторинга окружающей среды, которые востребованы в самых разных отраслях, от сельского хозяйства до нефтепрома, еще недавно мы закупали в Европе. Теперь мы, имеющие сертификаты средства измерения, можем полностью покрыть эти все потребности. Планы по сбыту выросли практически в 2 раза. Еще одно перспективное направление – такие гидропонные фермы. В Казани 3500 многоквартирных домов. В каждом есть подвал, технический этаж. И люди могут этот подвал арендовать. Допустим, пенсионеры или там женщины с детьми, например, да, которые в декрете даже находятся. Сейчас время амбициозных идей и смелых проектов. Без стресса нет прогресса, говорят в том же «Авиаторе». Стресс мы уже получили, прогресс не должен заставить себя ждать. В планах у Казанского технопарка не просто большая, а грандиозная стройка и увеличение площадей. И нужно торопиться, ведь успех – это успеть. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.